эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Центральный аппарат Следкома России взял на контроль дело об убийстве молодого человека в Якутске. Обвиняемого арестовали на 2 месяца. В маршрутных автобусах Якутска сохраняются проблемы с безналичной оплатой проезда. Валидаторы переводят на другого оператора сотовой связи. Январское совещание педагогических работников проходит в Якутске. Работа ведется более чем на 20 площадках. 25 января в стране отмечают День российского студенчества. В республике сегодня учатся более 50 тысяч студентов. В Якутске завершилась выставка авторских кукол, посвященная 75-летию Августины Филипповой. В этом году представили куклы в традиционных костюмах коренных малочисленных народов Севера. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела об убийстве уроженца Намского района. Напомню, 21 января 2024 года во дворе дома в микрорайоне Марха в Якутске между мужчинами произошел конфликт. В ходе инцидента 18-летний уроженец Республики Таджикистан нанес 26-летнему мужчине колото-резанное ранение грудной клетки, от которого он через непродолжительное время скончался. Следком Якутии предъявил уроженцу Республики Таджикистан обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса об убийстве. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Более 1 000 000 рублей на погашение ипотечного кредита могут получить многодетные семьи Якутии. С января этого года по решению главы республики размер материнского капитала при рождении 3-го ребенка увеличился в 2 раза и составляет 300 тысяч рублей. Есть также дополнительная мера в виде целевого капитала «Дети столетия», которая выплачивается всем семьям, где появился ребенок. На федеральном уровне решением президента Владимира Путина был продлен срок действия выплат для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, которую также можно направить на погашение ипотечного кредита. Об этом рассказала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. Если сложить все меры поддержки, в совокупности более 1 000 000 рублей семьи могут направить на эти цели, приводятся слова министра. Количество объектов капремонта растет с каждым годом. Всего в республике за 6 лет капитальный ремонт провели в свыше 1000 домов. В этом году в республике капитально отремонтируют еще свыше 350 домов. Очередность проведения капремонта общего имущества определяется в региональной программе на основании сведений о техническом состоянии дома. До 2051 года планируется восстановление общего имущества в более чем 3000 многоквартирных домах. В городских маршрутных автобусах второй день сохраняются проблемы при оплате проезда транспортными и банковскими картами из-за перебоев связи и мобильной сети. Мэрия столицы призывает пассажиров оплачивать проезд наличными. Для решения вопроса валидаторы в автобусах переведут на другого оператора сотовой связи. Работа продолжится до конца этой недели. Так, руководитель городской дорожно-транспортной службы отметил, что на другого оператора был полностью переведен маршрут номер 17. На сегодняшний день идет работа по перепрошивке других маршрутов. Глава Ленского района начал отчеты перед населением. Первыми в списке стали поселки Северная Нюя, Чамча и Орта-Нахара. С Александром Черепановым побывала в наслегах группа из 7 человек. После отчета представители власти ответили на вопросы жителей. Отчет главы района начался с села Северная Нюя. Александр Черепанов сообщил жителям, что прошлый год был неплохим. По программе образования, спорт, культура, бюджет исполнен на 90%. По сельскому хозяйству и того больше. Также он добавил, что все заявки, поступающие от поселений, старались тоже удовлетворять. Надо сказать, что с каждым годом финансирование муниципальных образований увеличивается. В прошлом году в части транспортной инфраструктуры у вас долгожданный мост был запущен, что позволяет сегодня бесперебойно добираться, в том числе и нашим жителям из Дорожного, Северной Нюи до административного центра, и также нашим в Мирнинский район, то есть на аэропорт улететь бесперебойно. Другой вопрос, по дороге были вопросы, по ремонту, но управление Автодора в этом году они работу продолжат. Отчитываясь, Александр Черепанов сообщил, что в прошлом году оказывалась поддержка участникам СВО и их семьям, расширены меры поддержки педагогов. По итогам прошлого года в Ленском районе практически нет безработицы. Благодаря строительству Новоленской ТЭС предполагается даже нехватка кадров. В основном жители Северной Нюи волновали вопросы медицины. На слеге уже несколько лет нет фельдшера и не работает ФАП. У нас нету ФАПа. У меня недавно брат заболел.
просто на прием попасть, нужно было записаться за 2 недели. Пока эти 2 недели прошло, у него так приспичило, что поехал, и сказали, говорит, а что вы так поздно пришли, да? И вот все-таки хотелось, чтобы у нас был медик. Те же уколы поставят. Главный врач рассказала, что сегодня идет обучение 12 фельдшеров. И как только студенты получат дипломы, в Северную НЮИ будет направлен специалист. А ФАП отремонтируют за счет районной программы. В Артанахаринском наследии население задавало в основном вопросы по сельскому хозяйству. Люди очень довольны работой администрации нашего Ленского района. Ленский район, администрация всегда идет на поддержку. Это выделение 2 тракторов и помощи приобретения сельхозоборудования. В этом году первым траншем в бюджет Артанахаринского наследия поступила колоссальная сумма – 44 миллиона рублей. 25 миллионов пойдет на устройство летних водопроводов, часть на благоустройство сел, ремонт здания клуба и приобретение музыкального оборудования. Жители Чимчи остались довольны отчетом главы. Александр Черепанов ответил на вопросы каждого. Отчет прошел очень замечательно. Замечательно. И комиссия, и все сельхоз, социальные вопросы, эти все вопросы подняли и хорошо решили. В этом году несколько хороших новостей для сельчан. Начнется строительство общественных центров, будет усилена транспортная доступность, увеличится число автобусных рейсов до районного центра. Также будет решен вопрос сообщения до города Мирный. Отчет главы района продолжается до 31 января. На этой неделе он посетит Бичинчинский, Ярославский, Талонский наследие, а также поселки Витим и Пеледуй. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. За прошедшие 5 лет в здравоохранении Мирнинского района произошли значительные изменения. Перемены к лучшему, как и во всей стране, обусловлены реализацией национального проекта здравоохранения. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения за последние годы были оснащены оборудованием поликлиники, врачебные амбулатории и фельдшерские пункты. Только за последние годы закуплено и установлено новое современное цифровое рентгенологическое оборудование, маммограф, флюорограф, аппараты УЗИ. В нашей больнице были получены новый маммографический аппарат цифровой, тоже фирмы МТЛ, является цифровым молодозовым аппаратом. Был получен рентгенаппарат «Электрон» цифровой, он установлен в стационаре на 3 рабочих места. На нем проводится также рентгеноскопия желудка и пищевода. Из УЗИ аппаратов у нас были в этом году получены 2 новых аппарата фирмы Philips экспертного класса. Один аппарат у нас установлен в поликлинике для исследования поликлинических больных и один аппарат в стационаре. Педагоги, представители родительской общественности и федеральные спикеры собрались на традиционном январском совещании. Круглые столы, методические семинар-практикумы и переговорные площадки – это лишь часть насыщенной программы. Работа ведется более чем на 20 площадках. Подробности у Даяны Федоровой. Более 400 педагогов-участников со всех уголков республики собрались на январском совещании для того, чтобы рассмотреть актуальные вопросы развития образования. Помогают им в этом высококвалифицированные специалисты Якутии и эксперты из других регионов России. Альбина Бучик приехала из Москвы с огромным багажом знаний, которым она поделилась с участниками на проектной сессии «Проектируем индивидуальный образовательный маршрут». Мы считаем, что вот в такой команде, сплоченной команде профессионалов, может сложиться индивидуальный образовательный маршрут, который педагогу поможет справиться с затруднениями. Мне кажется, что это справедливо, что учитель учится, исправляет свои ошибки и идет дальше. Точно так же, как и ученик. Пишет с ошибкой, исправляет ее и идет обновленным дальше. Для более легкого восприятия информации проектная сессия прошла в формате командной настольной игры. Одна из участниц – педагог из Алданского района Елена Бедикина. Она поделилась своими впечатлениями с нашей съемочной группой. Этот маршрут, он создается, и дефицит педагога, например, что он не умеет делать. Он ставит перед собой задачу, цель. Соответственно, с этим он создает какие-то мероприятия. Дальше сроки выполнения и результаты. Но вообще, да, я бы хотела рассказать об этой игре у нас в Алданском улусе. Очень интересная игра. Помимо этого состоялась стратегическая сессия, на которой педагоги разрабатывали контент, который может быть реализован на киберфизической платформе. С помощью такого контента учащиеся школ будут изучать биологию, математику, физику и информатику в игровом формате.
Оно дает возможность в реальном времени узнать, увидеть и почувствовать те предметы, которые они видят только на учебниках, в учебниках же, да? А если они увидят еще и в игровой форме, они его быстро запоминают, и это будет для них как опыт проживания. По итогам январского совещания будут выстроены траектории развития детей, созданы возможности повышения их благосостояния и намечены основные направления развития образования. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. 25 января свой праздник отмечают российские студенты. По традиции в этот день во всех высших учебных заведениях проходят различные мероприятия. В Северо-Восточном федеральном университете ко Дню студента подготовили обширную программу. На празднике у студентов финансово-экономического института побывал мой коллега Александр Хавренко. Свой главный праздник студенты всегда отмечают с размахом, подходя к его празднованию творчески и креативно. Благо в университете для этого есть все возможности. Каждое мероприятие, каждый праздник мы собираемся со всеми студентами и проводим вот такие вот праздники. Студенческая жизнь очень яркая. Студенты проявляют свои не только научные достижения, показывают, но и в активную жизнь, танцуют, поют. Для многих студентов жизнь не ограничивается только лишь парами, семинарами и сессией. Во многих вузах создаются условия для общего развития личности, будь то творчество или увлечение спортом. И, конечно же, здесь можно найти друзей и единомышленников. Но на самом деле на базе СФУ можно жить много чем, начиная от активной профсоюзной деятельности, заканчивая наукой и спортом. Поэтому возможностей для своего раскрытия потенциала очень много. С моими одногруппниками мы поддерживаем встречи, проводим, активно общаемся. Даже с бакалаврскими ребятами больше, чем с магистерскими. Так что у нас получилось создать такую группу, которая продолжает общаться, и в сердечке для них всегда есть место. Завтра все студенты вновь вернутся за парты в аудитории. Но и после окончания вуза многие из них будут вспоминать каждый Татьянин день с радостью и теплотой. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Ну а в Нерюнгринскую библиотеку были приглашены студенты местных колледжей. Татьянин день в библиотеке позволил гостям блеснуть интеллектом, выплеснуть творческую энергию и просто отдохнуть. Подробнее о празднике расскажут наши коллеги. Современные студенты и библиотеки. Совместимы ли эти понятия? Зачем туда ходить, если в интернете можно найти практически любую литературу по любому интересующему тебя вопросу? Однако в сети сейчас столько информации, что выбрать нужную и достоверную порой очень сложно. А в библиотеке находится более качественная литература. Здесь можно найти и самые редкие экземпляры книг, которых порой просто нет на просторах сети. У нас посещение же и онлайн есть, и у нас электронные услуги. Поэтому несколько сместилось. Раньше у нас, конечно, была категория ученичества, а студенчество самая основная. В связи с тем, что сегодня существует интернет, они многие уже заменяют библиотеку интернетом и там почерпывают свои знания. Но тем не менее студенты к нам приходят с удовольствием. Они пишут рефераты, они соприкасаются именно непосредственно с книгами. Тем более сегодня у нас с вами есть такие возможности, как доступ к президентской библиотеке Ельцина в Санкт-Петербурге. Приходите к нам, садитесь, и любой документ, который вы хотите, вы можете открыть и почитать. Особенно, конечно, это касается государственности и истории российской. Но сегодня студенты пришли в библиотеку не для написания научного доклада или курсовой. Они пришли сюда отдохнуть и отпраздновать День студента. Но даже приходя сюда на праздник, ты не уйдешь без новых знаний. Так, сегодня студенты узнали, как праздновали этот день в России и за рубежом, почему он имеет второе название «Татьянин день» и другие интересные факты. Но обычно на мероприятия приходим всегда. Очень нравится ходить, да. Были разные мероприятия и в прошлом году, и вот в этом сейчас начинаются мероприятия, все ходим. Я в основном хожу от общежития, но также вот пришла от курса своего. В День студента гости библиотеки приняли активное участие в конкурсах, выполняли интересные задания, где проверяли свою смекалку, внимательность и эрудицию. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В историческом зале Национальной библиотеки Якутии состоялась презентация книги «Театр Якутия-Ленинград». Мероприятие посвящено 34-м якутским студийцам Ленинградского театрального института имени Островского, участников обороны блокадного Ленинграда. Книга рассказывает о волнительных воспоминаниях разных лет, содержит дневники самих студийцев, их близких людей, коллег, а также статьи журналистов времен Великой Отечественной войны. Издание вышло в свет по инициативе и при помощи детей, внуков, родственников и земляков, студентов Якутской национальной студии Ленинградского театрального института. Книга рассказывает о том, что из Якутии больше 30 человек
были направлены на учебу, на театральный институт, на актеров. И это в 40-м. В 41-м это как бы это беда всеобщая, война. И потом после этого там они еще чуть-чуть подержались, но потом тем более блокада Ленинграда, конечно, свое дело сделала. В Доме дружбы народов имени Кулаковского прошло закрытие 7-й республиканской выставки авторских кукол «Бал Снежной долины». Ежегодно мероприятие собирает лучших мастеров со всей республики. Как прошло закрытие, расскажет Вероника Таюрская. В этом году выставка была посвящена 75-летию художника, модельера, заслуженного работника культуры Якутии Августины Филипповой и приняла свыше 50 работ. География работ обширна. Так были представлены авторские куклы из Усть-Майского, Среднеколымского, Мирнинского, Нижнеколымского, Верхневилюйского, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Алайховского районов, города Якутска и других улусов. Конкурс у нас шел по 5 номинациям. Это куклы в национальных зимних костюмах, сувенирная кукла, флора и фауна и, конечно, куклы по эскизам известного модельера Августины Филипповой и приз зрительских симпатий. Но самые итоги мы уже подвели. На протяжении 7 лет Татьяна Шмелева делает авторские куклы. На выставку женщина представила композицию с Данилой Мастером и хозяйкой Медной горы. На ее изготовление ушло около года. Композиция называется «Сказки Уральских гор». Когда делаю кукол, мне все время хочется сделать сказку. Поэтому у меня никак не получается сделать одиночные куклы. Все время вот такие вот. Где-то идет пенофол, полимерная глина. То есть, в основном все. Акриловые краски, лаки, каркасные куклы делаю. Изготовлением кукол занимаются и школьники. В Якутской городской национальной гимназии уже 3-й год работает мастерская кукольного искусства. Изготовление кукол – непростой процесс. Он требует усидчивости и выносливости. В школьной мастерской каждый обучающийся занимается своим делом. Кто-то работает обувщиком, кто-то парикмахером, а кто-то занимается изготовлением самой куклы. Все смотреть, видеть, визуально уже смотреть свою окончательную работу, она даже меняется во время процесса работы. Вот. И поэтому дети именно обучаются в процессе работы, как они подходить к своей творческой деятельности. Вот. Мы сделали театральную куклу, называется она «Планшетная кукла», по мотивам эпического произведения Олонхо Семена Черногарска-Черных «Хоптобурай аттах Капталджин Берген». Из года в год интерес к кукольному мастерству растет, а качество и количество произведенных изделий повышается. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. Айсен Николаев встретился с победителем Кубка России по боксу Василием Егоровым. Спортсмен сообщил, что буквально через 3 дня вылетает на спортивные сборы в Кабардино-Балкарию, где будут 3-недельные сборы. Затем тренировки состоятся в Кисловодске, Сочи, а в апреле пройдет чемпионат Европы по боксу в Сербии. Кроме того, в течение года состоятся игры дружбы и чемпионат мира. Напомним, 5-кратный чемпион России, 2-кратный чемпион Европы Василий Егоров завоевал золотую медаль Кубка России по боксу имени 2-кратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В финальном поединке он одержал победу над представителем Бурятии Баиром Батлаевым. Мастера спорта, гроссмейстеры и любители шахмат собрались в Национальном художественном музее Якутска. Дан старт партиям Кубка главы республики по шахматам. Турнир проводится во 2-й раз при финансовой поддержке Алроса. Призовой фонд превышает 1 миллион рублей. Подробности в следующем материале. В Якутии очень любят шахматы, и сегодня в столице республики стартовал Кубок главы Якутии по этому виду спорта – этап Кубка России по классическим шахматам, участниками которого стали около 60 представителей 12 регионов страны. Самому младшему участнику турнира 11 лет, а самому старшему 80. Проверить свои силы с сильнейшими шахматистами решил и Владислав Томский из Мирного. Шахматами он занимается вот уже 8 лет, и к своим 14 годам на его счету звание 2-кратного чемпиона республики и призера всероссийских соревнований. Не каждый турнир такой масштабный в плане того, что такие большие призовые, во-первых. Во-вторых, то, что так много участников.
которые со всей Российской Федерации приехали именно в наш город Якутск. Да и я не волнуюсь особо, просто хочу набраться опыта, знаний и показать, насколько шахматы – это хорошая игра. Впервые Владислава познакомили с шахматной доской и фигурами родители, когда ему было 6,5 лет. Отец Леонид Томский говорит, что всегда с супругой поддерживают сына во всех его начинаниях, волнуются и переживают за него во время игр. Абсолютно случайно. С мамой показали ему в настольных играх, как ходят фигуры, и заметили, что неплохо получается. Вот так и выбрали. Переживаем, всегда переживаем во время игр, но уже не так, как в первые годы. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Впервые крупное соревнование состоялось в прошлом году, также при финансовой поддержке «Алроса». Компания традиционно поддерживает спортивные инициативы республики, и престижный шахматный турнир не исключение. В прошлом году впервые проходил этап Кубка России, вот такой статус впервые, и поддержка главы и поддержка наших финансовых партнеров для нас очень много значит. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить компанию «Алроса», которая выделила значительный призовой фонд и вот на организацию турнира. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве. «Алроса» совместно с Фондом будущих поколений уделяет особое внимание поддержке талантливых детей и молодежи. Кубок главы республики по шахматам является одним из значимых событий масштабной совместной работы. Финальные схватки состоятся 31 января. По итогам соревнований победители будут награждены уникальными кубками, эксклюзивными медалями, а также будут допущены к участию в финал Кубка России 2024. Таяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Пенсионерка из Чернышевского объездила полмира. Еще в молодости Тамара Резюк мечтала повидать разные страны. Чтобы путешествовать раз в год, она откладывает средства с пенсии и зарплаты. Женщина работает санитаркой в поселковой больнице, а в свободное время увлекается вышиванием. Чем впечатляют зарубежные страны, как сэкономить деньги и куда в этот раз отправится бабушка-путешественница, узнавала Иванна Филиппова. Вот на этой стене у меня привезены картины Доминикана. Сувениры, маски и статуэтки Тамара Резюк привезла из разных уголков мира. Сейшелы, Иордания, Иерусалим, Доминикана, Бали, Египет, Филиппины. И это не весь список. Каждая страна тронула путешественницу своим неповторимым колоритом. Япония запомнилась удивительными пейзажами и храмами. Там такая красота! Вам это не передать. Красные мостики, пагоды, храмы. Какая там красота! Ну, конечно же, саке. Путешествие ради впечатлений. С таким девизом она объездила полмира. В 64 года Тамара Резюк впервые летала на параплане в Турции. В небе женщина буквально пела от восторга. Поднялась и на знаменитые пирамиды Майя. Своими глазами увидела белое чудо Востока, знаменитую мечеть шейха Зайда. Спустилась на дно Индийского океана. Чтобы повидать мир, не обязательно зарабатывать миллионы, уверена Тамара Резюк. Она работает санитаркой в больнице Чернышевского и каждый месяц зарплаты откладывает деньги на путешествия. Еще одно серьезное увлечение героини – рукоделие. С молодости занимается вышиванием. До сих пор хранит рушники, скатерти, которые вышивала в качестве приданого на свадьбу. Этот рушник и вот эту данную салфетку я вышивала в подарок сыну. Но так как теперь это не приветствуется, не сохраняется, не захотели взять. Оставила себе. 6 лет назад рукодельница увлеклась бисером. Сегодня создает картины, работает над коллекцией «Времена года». Здесь идет прозрачный бисер, матовый бисер идет. Очень плавные переходы. И здесь их плохо очень ориентироваться в цветах. У меня даже вот такое приспособление, все условные обозначения, ты уже знаешь, где какую бисеринку по цвету нужно пришить. Заниматься любимым делом можно в любом возрасте. Главное – ставить цели, говорит жительница Чернышевского. В этом году она планирует закончить самую объемную работу по бисеру. А еще посетить Китай, увидеть воочию самый длинный стеклянный мост над пропастью, посетить знаменитый парк «Аватар» и другое. А начинающим путешественникам Тамара Резюк советует изучать авторские туры и следить за ценами на билеты, чтобы сэкономить. Иванна Филиппова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».
И последнее. Фильм производства национальной вещательной компании «Саха, Харчи и Эстебил» на 25 января собрал в прокате более 10 миллионов рублей. Сценарист проекта Евгения Давыдова рассказала, что прокат картины проходил только на территории Якутии. Ее создатели остались довольны таким результатом. Она также отметила, что компания только с 22 года начала создавать полнометражные фильмы для большого экрана. В частности, работа НВК «Саха Кюнней» собрала в прокате свыше 6 миллионов рублей. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.